эфире «Актуальное интервью», в студии Александр Хавренко. Здравствуйте. Как сохранить психологический комфорт в условиях режима самоизоляции? Чем заменить живое общение? Как распознать опасное для жизни душевное состояние? И как оказать помощь себе и своим близким? Об этом мы поговорим с Анастасией Уваровской, психологом Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи. Анастасия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Режим самоизоляции продолжается уже длительное время. Как он сказывается на психологическом состоянии людей? Зависит ли при этом от характера человека и возраста? Ну, в целом, конечно, мы с вами находимся в режиме уже около полугода, то есть, грубо говоря, 4 с небольшим месяца. И если говорить о психологическом состоянии, то, конечно, вначале наблюдались это тревожные состояния, люди переживали панические атаки, страх, неопределенность ситуации. Сейчас уже более-менее стабилизировалось, потому что все-таки мы живой организм, и человек начинает адаптироваться и привыкать, что с ним происходит. Поэтому уже в целом люди уже стабилизировались, но наблюдается, конечно, такое состояние усталости от ожидания перехода на следующий этап. Если говорить о типах, вот вы говорите типы, да, характер, возраст, конечно же, более тяжелее это переносят пожилые люди, потому что они вынуждены ограничить себя в общении, которое для них очень важно, потому что и в целом по своей особенности в жизни они более изолированы, чем остальное молодое поколение, которое активные, трудоустроены, то они, конечно, сейчас переживают более тяжелее этот период, потому что в связи также, если у них наблюдаются ипохондрические, да, наклонности, то они больше подвержены уже хроническим заболеваниям. Это касается и взрослых, не пожилых людей, а в целом поколения, да, наше. И, конечно же, дети, которые устали от того, что постоянно есть какие-то рамки, что нет определенного общения живого со своими сверстниками, что есть какие-то ограничения. А в целом, конечно же, это подвержены переживанию более яркому, это тревожно-мнительные личности и люди, которые обладают меланхолическим типом темперамента. Ну, если вкратце, то так. Говорят, что пандемия пришла к нам надолго, и нужно будет еще очень длительное время соблюдать меры безопасности. Это значит продолжать минимизировать свои социальные контакты, общение, работать удаленно. Как правильно организовать с точки зрения психологии формы общения и не замкнуться в себе вот в такой ситуации? Да, конечно, прогнозировать мы сейчас не можем, да, как будет развиваться события дальше, потому что никто не ответит на этот вопрос. А в целом, если говорить о некой, можно сказать, психогигиене в данных условиях, то люди, которые уже в этот длительный период находятся, нашли какой-то некий оптимальный вариант для себя, как им справляться с этой ситуацией. Конечно же, все равно стараться не ограничивать свои контакты, как именно в социальных сетях, да, потому что мы сейчас общаемся больше, вот как мы с вами сейчас, через Skype, кто-то общается через Instagram активно, кто-то общается через WhatsApp. То есть в любом случае эти социальные сети, они активно внедрились в нашу жизнь уже таким, можно сказать, рывком, который, если раньше даже глубокие интроверты не общались, да, по социальным сетям, то сейчас они очень активно их используют. При этом вот если вернуться к первому вопросу о том, о характерах, вот есть интроверты и экстраверты. Конечно же, экстравертам будет легче больше активизироваться в этом плане, потому что они привыкли общаться, но им, конечно, тяжелее дается такое дистанционное общение, чем прямое, живое общение, к которому они привыкли. Но по своей психологии они более адаптивные. А интровертам будет очень сложно, конечно, сохранять дальше некие моменты сохранения своего внутреннего мира, и им тяжелее, наверное, скажется на них, когда будет уже переход к режиму выхода из самоизоляции. И, в общем, это, конечно же, сохранение режима дня. Это также получается, что в целом сейчас мы с вами тоже перешли на некую такую систему общения, где даже руководители стали проводить свои совещания, планерки через дистанционные, да, форматы, и им стало необходимо именно учитывать, что невербалика сейчас не проявляется в этом общении настолько активно, насколько было бы при живом общении. Поэтому сейчас уже
стала более гибкая, более пластична. И люди перестраивают свое общение, формулируют мысль более конкретно, чтобы донести до человека здесь и сейчас, потому что мы ограничены по времени, если мы говорить о онлайн-режиме, и уже нельзя догнать в коридоре человека и сказать: подожди-ка, я хотел тебе еще добавить что-то. То есть сейчас необходимо нам уже структурировать и свою мысль доносить более конкретно и здесь и сейчас. Ну вот мы заговорили о социальных сетях, и действительно многие сейчас отмечают, что люди стараются заменить привычное живое общение виртуальным, и при этом вот именно в соцсетях пришло время длинных постов. Если раньше это были просто фотографии с небольшими подписями, то сейчас очень длинные посты, в которых люди раскрывают, что-то рассказывают о себе. Помогает ли это справиться с паническими атаками и страхами? Конечно. Это очень хороший способ. Даже, например, есть такая техника в терапии, когда человек, который переживает какие-то травматические события в своей жизни, им рекомендуется именно придать огласке свой жизненный опыт. Да? Если это человеку помогает, почему бы и нет? Главное, чтобы в этих постах не было информации, которая оскорбляла, унижала другого человека, наносила вред. А если от этого человеку хорошо, почему бы и нет? Потому что в целом ситуация, которая у нас сложилась, это ненормальная ситуация, которую никто из нас не переживал никогда, да, в большинстве жителей, которые сейчас живут на планете. Поэтому в кризисной психологии есть такое понятие. Любая реакция ваша – это нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Опять же, возвращаясь к самому началу, многие предсказывают, что подобная ситуация продлится еще довольно длительное время и, возможно, опять начнется самоизоляция более жесткая, чем сейчас. Как правильно настроить себя, живя длительное время в условиях самоизоляции? Да, конечно, об этом мы уже немножко сказали. В целом об этом и очень много рекомендаций было в самом начале, да. И сейчас люди уже в ожидании того, что мы выходим из самоизоляции и ожидают вот следующего этапа. И от этого ожидания многие начинают уже на фоне своей усталости раздражаться. Да. Бывают такие уже, можно сказать, проявления поведения, которое нарушение всех правил. Но в большинстве своем случаев, конечно, люди уже адаптировались и ведут такой стабильный образ жизни, к которому они, можно сказать, уже привыкли, если можно допустить такое слово, адаптировались к этой ситуации. И это, опять-таки, продолжение, планировать свой день. То есть обязательно режим дня. Почему? Потому что вот эта неопределенность, она вызывает чувство тревожности, потому что в целом у человека заложено с самого детства это состояние того, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне. Сейчас у нас этот фундамент, он немного пошатнулся, и мы с вами не можем сказать, что будет завтра. Скажут, что мы полностью свободны, грубо говоря, да? Либо нас ограничивают и обратно говорят, что в режим самоизоляции полностью. И поэтому человеку нужно хотя бы свой режим дня структурировать, сделать план, там уделить внимание, конечно, себе, для того, чтобы дать хотя бы полчаса времени для самого себя, личное время. Вот это именно мы, если говорим о семейных взаимоотношениях, когда мы находимся вот именно вот в этом состоянии, когда круглосуточно семья находится в четырех стенах, конечно же, физически это очень сложно, как и психически тем более. Поэтому здесь нужно очень важное время уделить самому себе. Это баловать себя, какие-то определенные любимые фильмы, любимую музыку смотреть. Конечно же, это физические какие-то нагрузки. Даже если вы не занимаетесь спортом, это, по крайней мере, гимнастика утром. Да? Либо это танцы. Например, вот мы с моим сыном, нам понравилось очень время от времени в течение дня выделять минуткам, да, то есть он включает свою любимую музыку, и мы танцуем. То есть это разряжает как эмоционально, так и заряжает энергией тела. То есть очень хорошо помогает снимать напряжение, например. И также это, конечно же, о чем сейчас говорят многие исследования, это помогает пережить адаптацию, и вот это связанное с самоизоляцией, с эпидемией, это доброжелательное отношение к другому человеку, это проявление человечности к другому, сострадание и эмпатия. То есть проявление именно просоциальности и активности в этом плане. То есть найти какие-то способы. Есть такое еще явление, как драгический оптимизм, когда что я могу сделать, чтобы не стало еще хуже.
То есть это соблюдение определенных мер безопасности, да, защитных средств, ношение защитных средств для того, чтобы не усугубить ситуацию, например, сейчас, что мы с вами делаем. А какие проявления психологического состояния должны вызывать тревогу и быть звоночком к тому, что пора бы обращаться к специалистам? Да, конечно, если мы говорим о внимании к своим близким, это в первую очередь близкий человек должен обратить на это внимание, что с его родственником что-то происходит, либо сам человек, если он способен адекватно оценить свое состояние, на что я надеюсь, многие люди у нас способны. Это, конечно же, это навязчивые мысли, не покидающие нас о том, что связано, например, с заболеванием, да, коронавирусная инфекция, которая сейчас у нас, и нарушение сна, это постоянная усталость, это перепады настроения. Все вот это, которое способствует тому, что нужно задуматься и обратиться к психологу. Да? Вот сначала это, и, конечно же, если вы замечаете себя хронические какие-то заболевания, обострились, которые это к медицинскому работнику. А где можно получить эту психологическую помощь, если она все-таки потребуется? Ну, у нас сейчас в республике очень широкий спектр психологических услуг. Конечно же, оказывает психологические услуги наш центр, это Центр социально-психологической помощи семье и молодежи, сокращенно мы называем Центр психолог ЯП, да, психология, и мы находимся на Каландарашвили 21. Сейчас мы перешли на дистанционный режим, но если мы понимаем, что наш клиент переживает какой-то острый период, который нужна, необходима именно очная консультация со специалистом, конечно же, мы уже встречаемся очно. Это на Каландарашвили. И, конечно же, у нас работает по республике, это Всероссийский телефон доверия, где работают у нас специалисты именно с психологическим образованием, а он работает круглосуточно, и любой человек может позвонить, это совершенно бесплатно, с любого телефона, и также это анонимно. Общение, обращение к психологу вошло ли уже в нормальный обиход, в нормальную жизнь? То есть насколько часто к вам обращаются, вот, конкретно к вам, как к психологу или ваш центр, люди, которые нуждаются в этой самой психологической помощи? Сейчас население, конечно, у нас по-психологически просвещено, оно активно обращается к психологам, то есть это уже стало таким, можно сказать, обычным будничным делом, когда ты говоришь, что к психологу мы обращаемся. Конечно же, если мы говорим о городах, в районах еще не так это проявляется, да, популярно, но в целом же тенденция идет, что это является нормой для человека обращаться к психологу. Конечно же, вот в период пандемии у меня свои коррективы. И клиентооборот у нас, конечно, стал меньше, потому что человеку, в целом для вас, для нас, для меня лично тоже это намного легче, когда мы общаемся и рассказываем свои переживания человеку очно. Поэтому многие сейчас обращаются с какими-то переживаниями своими, связанными как до этого трудностями, которые они в жизни переживают, так и в целом, которые связаны с пандемией, но они говорят, да, у меня в принципе сейчас состояние, я могу справиться сам, я обращусь к вам, когда закончится этот период самоизоляции. И я хочу именно лично поговорить со специалистом. Но в целом, конечно же, большинство, которые обращаются, они говорят, да, хорошо, я согласен на онлайн-консультацию, общаемся как по телефону, так и по скайпу, и в онлайн-режиме. То есть, если говорить о запросах, то вначале это у нас были, вот я уже говорила, да, в начале панические атаки, переживания за своих близких, за свое здоровье, связанные с тревожностью повышенной, депрессивными синдромами, да, симптомами. А сейчас это уже более тенденция к тому, что у нас увеличиваются семейные конфликты, и поэтому больше стало обращений такого характера. А в целом, вот за весь этот период были обращения именно больше по тайм-менеджменту, именно как организовать свое время вот в данной ситуации. Длительное время мы находились в режиме самоизоляции, и вот сейчас уже некоторые ограничения начинают снимать, и мы постепенно из этого режима выходим. Вот, мне кажется, тоже надо как-то к этому готовиться, к тому, что к возвращению к нормальной жизни. Вот что нужно знать и что нужно учитывать при выходе из самоизоляции и к возвращению к
полноценной социальной жизни? Ну, здесь уже мы, наверное, говорим не о возвращении, а к новому этапу, потому что старого уже прежнего не будет, да, и человек уже должен быть готов, что все равно будут какие-то внесены свои коррективы, изменения, как в социальной жизни общественной, так и у нас уже восприятие мира поменялось за эти 4 месяца. И здесь нужно быть готовым к тому, что сначала он будет, наверное, переживать состояние некой эйфории. Да, это бывает, когда, например, человек долго жил на острове, и тут его спас корабль, он счастлив, и ему предлагают накрытый стол, и вот он начинает вот кушать, да, потом ему становится плохо с желудком. Поэтому вот это определенная психическая и физиологическая реакция организма после того, как он адаптировался. Потому что мы адаптировались к этому периоду, сейчас мы будем адаптироваться к следующему периоду. И для кого-то это будет опять-таки сложно, для кого-то менее сложно, но все равно будут трудности у всех. Да? Лучше пройдет адаптация, конечно же, у тех, кто хорошо адаптировался к данной ситуации, то есть настроил свой удаленный режим работы, в целом не поменял свой режим активности, то есть она у них пройдет более легче, чем у тех людей, которые, вот я как уже более до этого сказала, тревожно-мнительные и такие интровертированные. Для них будет более труднее выходить из этого самого режима самоизоляции, потому что, например, они отмечают, что не было очень даже хорошо в этом режиме самоизоляции. Например, выходить на работу для них будет сложно именно в таком не удаленном режиме, а режиме непосредственного участия в процессе. Поэтому здесь опять-таки сохраняется общая рекомендация того, чтобы сохранять режим дня, потому что у нас все равно неизвестность еще сохраняется, и поэтому план на день, который мы делаем, он будет сохранять то, что нашу уверенность в этом дне. Также мы сохраняем свою активность, то есть и делаем это постепенно, вот, потому что вот эта эйфория, чтобы нас не накрыло полностью, и мы не сделали чрезмерное усилие для того, чтобы активно выйти в этот режим. Потому что наш организм, он уже немножко устал от всего этого, и наши ресурсы уже истощены, поэтому нужно делать это постепенно. Сохранять также определенные контакты, которые у нас уже есть, и проявлять внимание к своим близким, окружающим, звонить им, если вы видите, что им трудно дается выход из самоизоляции, помочь, именно разговаривать. Потому что бывает, вот, например, в семье один человек все находится в состоянии тревожности и не хочет выходить из этого состояния, а второй человек, например, он уже ждет, когда этот выход будет, и у него уже составлен план. Отмечаем день рождения, отмечаем выход из состояние пандемии, самоизоляции, идем в кинотеатр, идем в ресторан, встречаемся с друзьями. То есть уже у человека план есть. А вторая половинка ваша от этого находится в стрессе. Поэтому важно обсудить ваши планы, как вы это планируете сделать, для того, чтобы было всем комфортно. И главное это сделать постепенно. Анастасия Николаевна, большое спасибо вам за интересную беседу и, самое главное, за полезные советы. Всего вам доброго. Это было актуальное интервью. До свидания.